Несколько экипажей патрульно-постовой службы приехали минувшей ночью на улице Чапаева. Причиной вызова полицейских стал конфликт между двумя бывшими сожителями. Девушка обвиняет молодого человека в преследовании. Говорит, постоянно бьет в квартире стекла. При этом сам молодой человек все отрицает. Мол, поконфликтовал с пьяной компанией и был ранен. Анна Городнова выслушала стороны. Это он окна вышибает. Это я с дома уже снимаю. Вон там, как видно, вон. То есть он до этого, да, разбивал? Да. А сколько раз все разбивал? Да, много раз. Такое поведение бывшего сожителя уже не новость, рассказала пострадавшая. Отметила, что раньше молодой человек уже бил стекла и даже причинял вред ее малолетним детям. В эту ночь также не обошлось без происшествий. Я сегодня прихожу домой, мне звонит подружка, говорит, приходи ко мне. Я говорю, ладно, давай я домой зайду. Я говорю, ну посмотрю, что у меня дома. Слава богу, я зашла домой, смотрю, у меня дома сифонит. Смотрю, у меня окно просто сломано. На этом ночные приключения не закончились. Девушка пошла в гости к подруге и рассказала ей об увиденном. Долго убеждать хозяйку квартиры в правоте своих слов не пришлось. Та узнала все на своем примере. Через минут 5, как я пришла к ней, летит камень сюда, к ней. Ладно, он не сломал. Все, мы вызвали милицию. Вот эта женщина приезжала. Вот через минут 15 они уезжают. Прилетает камень и уже окно вдребезги. Уже у подруги. Молодой человек сознаваться в порче имущества не спешил. Более того, у него была своя версия произошедшего. Рассказал, что проходил по одному из дворов на улице Чапаева, пока не встретил нетрезвую компанию. Затем разгорелся конфликт, в ходе которого он и повредил руку. Ты за убийство только что вышел. Ты под УДО вышел за убийство. Я буду требовать ДТК лжи. То есть, по вашей версии, вы встретили компанию и... Да, я вот получил ножевое ранение. Или отверткой. Холодное оружие было. Да ладно. То есть вас кто-то поранил, Да. А заявление вы писать не будете на это? Ну, может, и пишу, если... Давай пиши. А на кого ты будешь писать? Ну-ка скажи ко мне. Да вас на всех. Разбираться во всей этой истории теперь предстоит стражам порядка. Им же потом и принимать процессуальное решение. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.